эмоция калтырган саясатчы эмес, бул билип туруп эле айтып атат. Анан бул саясатчы болуп калып турган адам эртеңки жашоосу, эртеңки күлөөсү, башка нерсесин сразу ойлонуп калат да. Как с языка сняли. Такое мнение высказывают многие пользователи соцсетей, посмотревшие видео с участием экс-депутата Бактыбека Калмаматова, где он высказал в адрес президента Сооронбая Жээнбекова резкую критику и обвинил его в узурпации власти. Этого же мнения придерживается гражданский активист Улан Усёюн, который активно участвовал на 2 митингах «Реакция» и «Реакция 2.0». Улан также придерживается того мнения, что на данный момент, несмотря на то, что в стране парламентская форма правления, власть сейчас только у одного человека – президента. Сейчас не все политики могут высказать в адрес главы государства критику. Самое главное, Калмаматов говорил, опираясь на реальные факты, признался активист. Президент правит уже 3 года. Какие были изменения в стране? Никаких изменений. Жээнбеков заявил, что они разработали стратегию по борьбе с коррупцией. Но что он делал все эти 3 года? Значит, это его заявление говорит, что он только осознал, что у нас есть такая проблема, получается. Он гарант государства. А что он вместо этого делает? Объезжает регионы. Это не его функция. В свою очередь, сам Бактыбек Калмаматов, беседуя с нашей съемочной командой, уверил, что своими словами он Америку не открыл, а лишь сказал то, что думают многие люди. По его мнению, как только в стране утихла пандемия, президент начал ездить по регионам. Это относительно агитации партий, так как рейтинг власти в последнее время ушел в большой минус. Власть в одних руках. Это доказывает и то, что силовые структуры прекрасно видят всю коррупцию в стране, но не могут сказать, кто именно виновен в ее процветании. Генеральная прокуратура подвластна только президенту. Он не зависит от Джоркенеша или правительства. Генпрокуратура выполняет указания лишь президента. В зависимости от мировоззрения, ценностей президента формируется и вся государственная структура. Непрерывно проводят Совет Безопасности. По сути, в одной комнате и руках узкого круга людей решается вся судьба Кыргызстана. Они принимают какие-то решения, но почему-то они не выполняются. Потому что Совет Безопасности и все громкие слова, которые говорят в рамках него, это просто обман. Они так пускают пыль в глаза простому народу. Как я уже говорил, власть в одних руках. Президент должен бороться только с коррупцией. Для этого в его подчинении ГКНБ, МВД, Генпрокуратура. Но вместо этого он берет на себя все заслуги правительства. Фотографируется на поле возле персиковых деревьев и говорит, мол, вот смотрите, это все моя заслуга. Президент имеет влияние как на парламент и на судебную власть. Также он выполняет функции главы правительства, и при этом он ни за что не отвечает. Он может ответить только после окончания полномочий. Хотя в Конституции прописано, что у депутатов, правительства и судей есть своя независимость. Но сажает в тюрьму опять президент, так как спецслужбы не под его контролем. У главы государства на данный момент сильное влияние и на генерального прокурора, и на судей. Естественно, именно это делает его монархом, так как у него абсолютная власть. Такое мнение выразил юрист Нурбек Токтакунов. Видимо, человек, что не хочет ничего делать, да, и поэтому сейчас рулит вот эта правящая группа, их клан страной. Когда не работает система сдержек и противовесов, тогда ни о какой борьбе с коррупцией даже и не надо думать. Конечно, они набирают опыт, естественно, то есть через 3 года набирают опыт, и будет еще хуже. И это подтвердил сам Жээнбеков перед независимостью, когда он сказал, самые замечательные изменения начали происходить последние 3 года. Помните? Хорошие изменения происходят. То есть, вот как он пришел, значит, начались изменения. Но результаты этих изменений мы увидим через 20 лет. Через 20 лет, может, его уже не будет, да? То есть зачем мне эти изменения? Хотя бы сказал бы, что будут изменения через 3 года. Да? По мнению специалистов, в итоге выход из этой ситуации есть. И это в политике должна появиться конкурентная среда. Должны появиться силы, которые могут противостоять президенту. И тогда глава государства будет вынужден договариваться, приходить к каким-нибудь компромиссам. И если таких сил не появится, то тогда никакой борьбы с коррупцией не будет, уверяют эксперты. Аида Матбекова, Тынчтык Кольбаев, Нью ТВ.